Главный врач Ухтинской поликлиники провела брифинг для журналистов и в режиме прямого эфира ответила горожанам на самые актуальные вопросы о работе медицинского учреждения в период пандемии. Особенности приема пациентов и работы контактного центра, сдачу анализов на ковид и сроки их готовности, а еще обозначила дату открытия долгожданной лаборатории ПЦР в Ухте. Виктория Науменко подробно обо всем. Один из наиболее часто задаваемых вопросов по поводу работы поликлиники номер 1. Она с 21 апреля взяла на себя функцию КТ-центра для больных коронавирусом. Горожан волнуют большие очереди, в которых приходится стоять даже на улице. Главврач поясняет, подразделение трудится на износ. На полный день работает уже несколько бригад. Описание снимков идет до последнего пациента. Случается, что и до глубокой ночи. В июне здесь провели 257 исследований. При этом выявили 19 пневмоний. В сентябре уже 771 случай, из них 197 с пневмонией. А за первую половину октября проведено уже более 700 исследований. При нормативе 15 КТ в день здесь выполняют по 50. Так что причина очередей вновь банальна в огромном потоке пациентов. Плюс помещение для их приема в полностью законсервированном здании выделено крайне небольшое. Но этот вопрос доктора решить в силах. Территория, где мы встречаем пациентов, там не так много места. Его встречают, переодевают, естественно, и провожают в кабинет для исследований. И точно так же провожают обратно. И если запускать всех пациентов, то есть они у нас просто-напросто будут вот в куче. Посмотрим, где мы сможем в первой поликлинике сейчас это организовать, потому что и погода портится. Рекордное количество обращений и по поводу работы контакт-центра. Ухтинцы возмущаются, почему так сложно дозвониться в контакт-центр поликлиники. А вызвать врача на дом можно только с 8 до 13 часов. Ответ здесь весьма предсказуемый – колоссальная загруженность этого подразделения. С конца сентября Ухтинская поликлиника вновь вернулась к вынужденному ограничению приема пациентов. Граждан с симптомами ОРВИ здесь просят вызывать врача только на дом. В связи с этим сегодня в контакт-центр поступает в среднем 2900 звонков ежедневно. Причем звонят за разной информацией, порой за той, которую можно посмотреть в интернете. Это касается в основном граждан пожилого возраста. Именно поэтому конкретно для вызова врача выделили отдельное время. Осложняет работу контакт-центра и нехватка кадров. Так здесь работают 4 человека из необходимых 7, плюс призванные на помощь студенты медколледжа. Медики болеют, как и все горожане, говорит врач. На сегодняшний день на больничном 21 сотрудник. Организация работы кабинетов неотложной помощи также вызывает немало вопросов. Сюда нередко приходят люди с симптомами болезней, и ухтинцев интересует маршрутизация пациентов и меры по разделению граждан с симптомами ОРВИ и без. Это те пациенты, которые приходят к нам самостоятельно. И, естественно, их через центральный вход никто не запускает, то есть проводится термометрия, и им объясняют, куда нужно пройти. Они проходят в отделение неотложной помощи, вот 122-123 кабинет. Но хочу обратить ваше внимание на то, что существует маршрутизация пациентов, то есть больные пациенты принимаются с 8 до 13 часов. Затем отделение обрабатывается, кварцуется, и после обеда уже приходят пациенты, которые выздоравливают. Не менее актуальная тема, которая интересуется в соцсетях в ходе прямых линий на портале «Активный регион» – открытие лаборатории ПЦР в Ухте. Сроки затягиваются, горожан интересуют причины. Проблема оказалась в поставке оборудования. Ситуация на контроле в том числе у мэра. Внутри все готово. По поводу поставки оборудования, меня точно так же кормят, как и вас. Вот завтра, вот послезавтра, вот на этой неделе, на прошлой неделе, вот оно все идет. Вот, поверьте, особенно в последнее время, когда у нас вот это вот все идет очень активный рост заболевших, она самая актуальная, она сейчас, как хорошая пословица, дорога ложка к обеду. Она нам сейчас нужна. Сегодня в Ухтинской больнице лежат порядка 40-50 человек, которые ждут результатов этих анализов. Они, может, уже здорово вылечились, но они лежат больными, потому что нет анализов. Упомянутые ранее ламинарные шкафы уже поступили в конце прошлой недели. Теперь ждем еще партию оборудования. Ориентировочно 19 октября пройдет итоговая проверка Роспотребнадзора и оформление документов, уточняет главврач. К концу октября лаборатория гарантированно откроется и будет обслуживать и соседний Сосногорск. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.